Группа артистской беседы. Очень часто встречаются вопросы по поводу света, которые установлены. Почему не 800 гривен, а по 1600 или по 1700? Я точно цифры не помню. Объясните, просто сегодня здесь есть представители, с которыми мы гавкаемся в этой сети. Ну, меня сейчас многие понимают. Просто, чтобы люди тоже знали, да, почему. Особенно тот, что с фотоаппаратом. Я объясню. Значит, все эти вопросы, которые касаются проектно-сметной документации, которые касаются выполнения работ, это работа первого заместителя. То есть вы прекрасно знаете, что год назад ушел наш первый заместитель, потому что он сказал, мы за 3 месяца вернули, сэкономили до городского совета 500 000. Я здесь, мне платят 5000 гривен, и на меня составили уже протокол о коррупции. Зачем оно мне надо? Он уехал, человек его пригласили главным инженером большого проекта, он себе получает хорошие деньги, и все, и машина, и квартира, и все у него есть. Он себе человек работает. Говорит, зачем мне это надо? То есть эти вопросы должен заниматься первый зам. Я предлагал, значит, чтобы вы понимали, первого зама предлагаю я, утверждает сессия городского совета. 2 кандидатуры не утверждает. Значит, была одна кандидатура, она приглашается, и чтобы вы понимали, все кандидатуры, которые идут в городской совет, приглашаются в администрацию, как говорят, на кастинг. То есть предложили сразу вступать в партию, человек отказался, все, за него не голосуют. Пришел молодой парень, экономист, юрист, грамотный парень. Мы его сначала попробовали секретарем исполкома, и вот тоже не утверждают. Попробовали его первым заместителем, не голосуют за него. Я его взял временно, закон позволяет, взял временно его по договору. Но зарплата, когда по договору, 2500. Когда он принимается, утверждается Радой, там можно премии платить, можно человеку заплатить. Ему предложили 6000 зарплаты, и человек говорил, да зачем мне это надо? Я ушел. Сейчас за это на меня уже написали в прокуратуру. Это они умеют, они быстренько пишут. Вот. По поводу цен. Эти цены должны мониторить значит, тот подрядчик. Подрядчиком выступает коммунальное предприятие «Благоустрой». Эту улицу, где были закуплены 700, они по 700 в интернете. То есть их надо еще доставить сюда. Опять же, скажите, кто брал какие-нибудь товары в интернете? Гарантия. Кто-то пользовался гарантией? Нет, конечно. Значит, я вам приведу пример. Вот раньше, когда мы только было такое изречение, мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи. Мы пытались сэкономить, на 2 улицах поставили дешевые фонари. Мы устали их уже менять. Уже больше 20 фонарей мы поменяли. Хорошо, что подрядчик наш, тот, который поставлял, и он уже, когда прошла гарантия, все равно их меняет. Вы его все прекрасно знаете, он сейчас проводит тоже все работы. Так вот, когда цену, которую решает исполнитель, подрядчик, он берет, сумма не вышла больше, чем запланирована была. Она не вышла. Да, когда начались эти самые, я посмотрел, сравнил, то есть у меня не было времени сравнивать, мониторить эти все интернетные все дела. Я сравнил, действительно, в интернете есть, но как гарантию потом. Потом я заключил договор, фирма «Однодневка», они кинули нам этот товар, пришел, мы повесили, не горит, назад их уже нет. Вот так у нас произошло в 2013 году с вышкой, которая городской совет выделил 100 000 гривен на покупку вышку коммунальное предприятие «Благоустрий». Нам принесли, ну у нас не было еще, принесли, что вышку уже в городском совете, то есть вот накладную принесли. Оплатили 100 000, вышки до сих пор нет. Вот так вот происходит и сейчас. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя, потому что потом иди ищи, судись, договора, когда это будет. Это практически в наше время невозможно. Тем более во всех договорах есть форс-мажор. И написано, если там какие-то военные действия, сейчас скажут, что у нас АТО, извините, мы ничего не знаем. Поэтому выбирался подрядчик, который здесь, поставщик, который здесь, которого можно взять. Действительно, я, когда были такие нарекания, я промониторил ситуацию, и мы нашли фирму, которая будет поставлять их дешевле. Вот. И на сегодняшний день цена где-то будет около 800 гривен всех этих фонарей. Поэтому ситуация была такая. Но это не нарушение законодательства. Это не нарушение законодательства. Заложены деньги были в бюджете, улица была сделана, идите сравните улицу Пушкина, как горит, эту сторону вокзала, и посмотрите, какая горит в ту сторону от вокзала.